Доброго дня, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем нашу очередную серию подкастов касательно возможность проведения различных экспертиз, направленных на... То есть, слушая вас, у меня складывается такое впечатление, что если как только народ перестанет сам предлагать, то, в принципе, коррупция, если не исчезнет, то очень сильно минимизируется. Согласны ли вы с этим? Коррупция – это не явление конкретного социума, имеется в виду социального статуса, вот так корректней. Сейчас вменяли 16% НДС и 10% общеустановленного. При том, что это выходит 26% по совокупности. Наш посыл в том, что все зависит от нас в плане борьбы с коррупцией вокруг нас. Доброго дня, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем нашу очередную серию подкастов касательно повышения антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау. До этого мы уже записывали несколько серий с гостями из города Караганды, Астаны, Темиртау. И сегодня нашим очередным гостем является председатель комиссии Общественного совета Карагандинской области, директор телеканала «Новое телевидение» Никонович Руслан Иосифович. Еще раз доброго дня. Карл Кун. Сегодня мы обсудим ряд тем касательно борьбы с коррупцией, касательно повышения ментальности, по повышению иммунитета по отношению к коррупции. И в целом мы обсудим, как можно улучшить наш мир через такой инструмент, как борьба с коррупцией. Для начала, Руслан Иосифович, расскажите, пожалуйста, какую функцию выполняет Общественный совет Карагандинской области? Общественный совет Карагандинской области и общественные советы в целом по Казахстану, функцию основная – это контроль, возможность проведения различных экспертиз, направленных на большую прозрачность расходования государственных средств. И роль общественных советов планируется еще усиливать. Сейчас идет разговор, мы недавно встречались, чтобы не параллелить деятельность общественных советов с маслихатами, а в некоторых областях она параллелится. Вот сейчас, на сегодняшний день, например, для того, чтобы маслихат смог рассмотреть бюджет, нужно, чтобы общественный совет его рассмотрел, согласовал. При этом надо признать, что нынешнее законодательство не говорит о том, что решения общественного совета обязательны к исполнению. Они обязательны к рассмотрению, но не более того. По большому счету общественные советы не могут влиять прямо, но общественные советы могут поднимать проблему, освещать ее, доносить ее до уполномоченных органов, до тех, кто принимает решения, и плюс формировать повестку актуальных, общественно значимых тем. И из последнего, что у нас было в городе Караганда, например, в Карагандинской области, это попытка построить недвижимость одной из строительных известных компаний в парковой зоне. Есть несколько направлений, несколько возможностей, несколько способов работы со строительными компаниями, которые, например, общественники считают, что они там что-то строят неправильно. Первое – это громко кричать, просто кричать. Это один из вариантов. Я никогда не говорю, что что-то делают неправильно. Но всегда хочется, кроме громкого крика, чтобы к чему-то прийти, и к чему-то мы пришли. А для этого необходимы доводы. Мы стали, как общественники, юридически подходить к этому вопросу. Мы обнаружили, что, например, есть постановление Акима Карагандинской области об установлении границ водоохранных зон. И определили с помощью полномочных, опять же, органов, министерств соответствующих, что озеро наше в парке является водоемом, значит, водной зоной. Значит, у него также присутствует 500-метровая защитная полоса, в которой нельзя ничего строить. А проект, который строительная компания планировала построить, он доходил до озера 200 метров. То есть можно говорить, не стройте, не сносите деревья, а они, например, строители говорят, мы здесь делаем Арбат. То есть они же много полезного говорят. Я же, например, считаю, что Арбат очень был бы хорош. И я изначально говорил, Арбат – это классно. Но когда мы в сухом остатке увидели, что есть нарушение норм законодательных, мы говорим, ребят, благая инициатива, но она не должна идти вразрез с законом, вразрез с правилами. Радует, что в итоге были проведены переговоры на высоком уровне, и строительной компании были предоставлены другие условия. При том, что, я вам честно говорю, меня иногда говорят, какие вы общественники, вас там все купили, но мне кажется, что мух и котлет нужно отделять.
Нужно ли городу качественное строительство? Да, нужно. Нужно ли городу, например, Арбат, ну, то есть место для променада так называемого, да, например, в районе озера, вокруг озера? Да, нужен. Нужно ли для этого построить там некую недвижимость, к примеру, на уже месте стоящей недвижимости? Да, возможно, которая позволила бы, ну, может быть, там, благоустроить территорию. Но все эти вопросы не должны выходить за рамки закона. То есть, если мы видим, что благое дело идет с нарушением закона, ну, надо, значит, его останавливать, корректировать, изменять, предлагать другие варианты. Хорошо. Вопрос. Вашу экспертизу, вот вы говорите, что проводите экспертизы тех или иных инициатив. Входит ли туда анализ коррупционных рисков? Мы приглашаем экспертов, специалистов, которые нам помогают определить, есть ли коррупционные риски. Вообще я вам хочу сказать, что анализ коррупционных рисков обязателен при принятии любой нормы при законотворчестве. Это имеется в виду, извиняюсь, что если перебил, именно при общественном совете, если имеется, проводятся ли такие анализы коррупционных рисков? Да. У нас есть комиссия, которая этим плотно занимается. Другой вопрос. Были ли случаи, когда на основе вот этих вот анализов те или иные проекты отклонялись или уходили на доработку? Да, кейсами, да, можно рассказать, какие-то конкретные если не примеры. Секрет, как раз таки это интересно. Есть ли какие-то проекты, которые на основе анализа коррупционных рисков, чтобы их минимизировать или же в целом устранить, были отправлены на доработку или в целом же были Я могу отклонены? сказать, где к нам прислушались, и это было решение принято на основании нашей рекомендации. Повторюсь, мы можем 10 рекомендаций вынести, но в любом случае дальше маслихаты, их рассматривают государственные органы. И они, например, говорят, ну вот здесь не видим, вот здесь вот там тоже не увидели, а вот здесь действительно слишком как-то подозрительно, да, там госорган что-то хочет. Не знаю, корректно, некорректно называть государственные органы. Давайте в целом кейс. Значит, один из госорганов хотел купить квадрокоптеры. Значит, мы запрашиваем же детальный анализ, что за квадрокоптеры, и выяснили, что они хотят купить квадрокоптер ценой 92 миллиона. Мы задали вопрос, а где такие квадрокоптеры стоимостью 92 миллиона? Через простые там системы, запросы мы выяснили, что сам квадрокоптер стоит гораздо дешевле в десятки раз. И оборудование, которое они планировали в комплексе на словах приобрести, тоже не стоит тех денег, чтобы в сумме было 92 миллиона. Но и здесь проблема. Квадрокоптер-то заказывал, в заявке было приобретение квадрокоптера. Не было написано, например, приборы такого-то измерения, то есть не было описания. Не было, да. Просто квадрокоптер. Естественно, мы считаем, что здесь есть коррупционный риск, что на словах сказанные приборы измерения экологического состояния города не войдут по факту в приобретаемый продукт. И с нами согласились, и это выделение этих денег отменили. Нам потом сказали, что они планировали то-то. Но вот честно, давайте, пусть это будет написано. И проблем же нет. Что стоило вписать? И уйти от этого вопроса, вот этого коррупционного риска. И здесь момент такой. Мы, как общественный совет, максимально сглаженно подходим к вопросу. Мы подготавливаемся. Мы вначале готовим факты. Значит, и, например, нас бы не услышали. Эту информацию мог поднять любой там общественный человек, лидер общественного мнения, блогер, который бы не так лицеприятно обошелся бы с данной информацией. И я думаю, что госоргану было бы еще больнее. А мы, по крайней мере, на этой стадии, будучи услышанными, избавили от проблемы дальнейшего муссирования этой информации. Ведь мы же понимаем, что любую информацию можно подать по-разному. Да. И можно ей, сейчас модное слово, хайпануть, хотя в моем понимании это другой смысл. Можно поймать на этой волне определенный статус, и человек может заработать необоснованно авторитет. Тот, кто не поднял вопрос, а раздул его. Да. При том, что освещать проблемы необходимо. То есть вот здесь, я всегда как журналист, на весах, осветить. Вопрос, как осветить, чтобы это соблюсти равномерность? Ведь у нас и законы говорят о том, что крайности не нужны. Крайности вообще вредны, вот я вам честно. Любая крайность – это риски. Например, можно говорить о том, что необходимо уменьшить стоимость, например, мяса, да, или привести ее в соответствие. А можно с призывом
требовать уменьшения стоимости мяса, то есть с призывом противоправных действий. Ну, то есть давайте решим сами, ну, условно. Это уже уголовные проступки, это уже самоуправство, это уже призывы. Ну, то есть вот эта тонкая грань, ее же не все понимают. И роль общественных советов вот эту тонкую грань как бы соблюсти и при этом показать здраво на проблему. Ну, конечно, мы рады, когда их слышат и принимают к действию, и они решаются. Хорошо, другой вопрос. Борьба с коррупцией. Что это для вас значит в целом? Слушайте, вообще коррупция, она была, есть, и, к моему большому сожалению, она, скорее всего, будет. Вопрос, сумеет ли общество, государство, социум наш, в котором мы живем, создать такие условия, когда бы коррупция была не благородным поступком, когда бы коррупция была осуждаема нашим сообществом, нашим обществом. До тех пор, пока в каком-либо обществе умение, вот сейчас кавычки открываются, урвать, кавычки закрываются, показателем крутости человека, коррупция не изживается. Потому что люди, которые гордятся тем, что сумели украсть, и этими людьми гордятся другие, говорят, им удалось, они смогли, это очень печально. Соответственно, нужно начинать с формирования, ну, извините за громкое слово, антикоррупционного мышления. А здесь нужно начинать с себя. Ну, то есть первый, начни это делать, первый. Я за рулем езжу автомобилем. Не секрет, сотрудники ГАИ периодически нас всех останавливают. Значит, и также не секрет, у меня есть кейсы, когда они, по моему мнению, необоснованно, например, выставляют мне штраф. У меня есть прям кейсы, когда я в суде, значит, отстаивал позицию, и суд принимал мою позицию, и административные акты, например, отменял. Что мог сделать человек коррупционно настроенный? Он мог не доводить до этого, а просто за деньги откупиться и не оформлять акт. Чем это грозит? Мы плодим вот эту коррупцию. Есть даже мемы на эту тему, как друг другу дают деньги и возвращаются в итоге к тому же, кто ее дал. Ну, то есть вначале он дал взятку за то, чтобы там ребенок учился в институте, преподаватель дал взятку там гаишнику, гаишник дал взятку врачу, а врач оказался отцом того ребенка, который, значит, давал взятку, чтобы ребенок в институте учился. Ну, вот условно. Это нескончаемый круг, пока кто-то его не разорвет. Хорошо, теперь вопрос. Вот, слушай, вас есть очень сильная претензия со стороны народа, который говорит, что коррупция плодится среди условно высших эшелонов власти, правительства, чиновников и так далее. То есть, слушая вас, у меня складывается такое впечатление, что если как только народ перестанет сам предлагать, то, в принципе, коррупция, если не исчезнет, то очень сильно минимизируется. Согласны ли вы с этим? Смотрите, коррупция – это не явление конкретного социума, ну, имеется в виду социального статуса, вот так корректней. Так не бывает, что, условно, вот эта категория граждан берет там или дает взятку, да, а другая категория нет, не берет и не дает взятку. Так не бывает. Мы живем в едином сообществе, это социум. В нашем случае, ну, в каждой стране свой, у нас Казахстан. У нас есть традиции, у нас есть общность языковая, что немаловажно. Есть историческая общность, территориальная. Но в любом случае любое государство живо именно вот этой социальностью, да? Социальным укладом, назовем его так. И в этом социальном укладе говорить о том, что один перестает и все сразу перестают, так не будет. Но вот из этого массы же их всегда больше. И если массы, наши массы, основные люди, даже вот простые, вот я себя привел в пример, простой водитель, мы начнем с себя, мы начнем складывать мнение нетерпимости коррупции. И мы по-другому будем относиться к тем, кто смог украсть, урвать. Мы перестанем ими гордиться. Понимаете? Вот с этого же и начнется эта антикоррупционная составляющая. Тогда, я не говорю, что, ой, там вот этот вот взорвавшийся, ну, кто там убежал у нас там за рубеж, там, не знаю, олигарх, не знаю, там, ну, это фамилию... Честно, много кто. Ну, много кто, да, но ведь это им позволялось.
на это закрывались глаза, потому что не было требования от общества, что это плохо. А сейчас Понимаете? такое требование появилось? Я думаю, да. Я вижу, что оно стало появляться. Уменьшилась терпимость к коррупции. Вот я бы так сказал. Люди начинают говорить, ну почему? А с чем это связано, как думаете? Это общество развивается. Любое развитое общество, оно не любит сильно коррупцию. Вот именно развитость общества и проявляется в отношении к, в том числе, к коррупции. Вы имеете в виду с точки зрения образованности, сознательности? В целом, в том числе, да, образованности, сознательности. Давайте так, тогда внесу небольшую ремарку, да, вот вопрос даже. Соединенные Штаты Америки же узаконили коррупцию. Везде есть коррупция. Ну, они узаконили. Это первая страна в истории, кажется, насколько я знаю, изучил. В этот момент они официально постановили то, что Вы коррупция... про лобби имеете говорить сейчас? Нет. Имеется в виду то, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Расскажите Трамп мне официально этот сказал кейс. то, что зарубежные компании, которые занимаются бизнесом в других странах, имеют по закону Соединенных Штатов Америки право давать взятку местным чиновникам. Давайте я изучу этот кейс подробнее. Но, например, если это действительно так, это говорит лишь только о том, что президент одной страны разрешил в другой стране нарушать законы. Да? Ну, я, например, не согласен с этим. Ну, с ними весь мир, мягко говоря, не согласен. Вот мягко говоря. Но, тем не менее, он издал этот указ. И он это аргументировал тем, что американская компания должна быть превыше всего законов, общественного порядка и так далее. Казалось бы, где царит сознательность, образованность и т.д. и т.п. Смотрите, в Америке официально разрешено лоббирование. То есть там лоббисты – это известные люди, которые лоббируют определенные законы. И что мне, например, импонирует у них, при том, что все понимают, что вот это лоббисты, у них вот это равновесие определенно там достигается. Все знают, он лоббирует ту-то компанию, ну или то-то направление деятельности каких-то компаний. И они говорят, он должен привести такие доводы, чтобы к нему прислушались. Понимаете? То есть он должен что-то сделать общественно значимое. Ну, я понял. Лоббирование это означает то, что он должен продвигать интересы в рамках закона. Но здесь же конкретно идет фраза «давать взятку». Смотрите, Он это прям официально произнес. но не в своей стране. Понимаете, как хитро? Но тем не менее. То есть лишний раз, сейчас, если это действительно так, то они, получается, США рассматривают, или там Трамп, да, в данном случае, рассматривают нас некой страной третьего мира, да, с уровнем полинезийских аборигенов, которых европейские колонизаторы бусами там, или там, не знаю, выкупали территории. Мне, на самом деле, как гражданину Казахстана, мне это неприятно. Смогу ли я бороться с конкретно... Если бы я был на том уровне, где нужно принимать решения по отношению к иностранной компании, я бы боролся. Я вот точно знаю. Знаете, как мне денег не надо, за державу обидно. Вот, но мне говорят, ты не представляешь, какие деньги. То есть человек решает вопросы всей своей жизни. То есть одним своим там нарушением наших прав казахстанцев он решает вопросы всей своей жизни, финансовые. Это очень высокая цена. То есть люди, которые принимают решения наверху, должны быть чисты душой. Ну, может, громкие слова, простите. Но государство должно сделать все для того, чтобы именно такие люди были наверху. Те, кто принимает решения, особенно при работе с иностранными компаниями. Я не так давно, лет 10 назад, государство наше боролось за увеличение доли в Карачанаке. А сколько за них в суде проиграли, да? Там какая-то сложная история, но на 1% вроде бы как отбили. Это какие-то сумасшедшие деньги, там министерские радовались. Мы смогли. Я вначале не понимал, 1%. А что это такое? Оказалось, что в масштабах добычи какие-то гигантские деньги. Вот. Хотя я считаю, что если, например, воспользоваться вот этой информацией Дональда Трампа, я понимаю, что тут международные права вступают и правила игры, но мне кажется, что если общество созреет и заявит государству, правительству, мы хотим того-то, у правительства появляется рычаг для управления с иностранными сделками. Не меняя, понятно, что менять правила игры, это значит поставить под сомнение инвестиционный статус, инвестиционную привлекательность Казахстана. Но время прошло, и мы обращаемся, например, к компаниям иностранным, не кардинальным, там, не о национализации,
потому что это все, мы откатимся назад на 30 лет, все, что сделали, бессмысленно. О корректировке, об увеличении, можно же в законодательном поле идти, об увеличении казахстанской составляющей, то есть чтобы деньги уходили не за рубеж, а чтобы вначале приоритетно покупали у казахстанских производителей. Это же тоже шаг. Ну да. Хорошо, теперь к слову о коррупции. Вопрос. Вы как директор телеканала, как оцениваете роль медиа в борьбе с коррупцией? А я думал, спросите, сталкивался ли я с коррупцией, давали ли мне взятку? Ну, к этому- Нет! Это мы к этому придем еще. Мы иногда с друзьями общаемся, и есть такая фраза звучит: давали ли тебе взятку? Предлагали? К сожалению, нет. Мы такие, ну все, выкупил. Ну, это юмор, понятно. Как средство массовой информации, как главный редактор телеканала, я вам однозначно могу сказать, я противник коррупционной составляющей. Я сделаю все для того, чтобы этого не было, ну, в рамках, по крайней мере, там, где я имею полномочия. Значит, и я все для этого делаю. Но первое, для того, чтобы устроиться на телеканал, не нужно платить взносы, не нужно платить скрытые деньги. Достаточно обладать талантом. То есть не нужно быть родственником там, моим или редакторскому коллективу. Достаточно быть талантливым человеком, любить дело и хотеть быть, ну, там, журналистом, условно, хотеть быть ведущим, хотеть работать в телевидении, быть сопричастным с этим. Поэтому на этом уровне у нас все очень хорошо с антикоррупционной составляющей. Приходите к нам, мы с радостью примем, значит, как сказать, в объем работы. Мы очень много сотрудничаем с другими компаниями производственными. При этом для того, чтобы распространить у нас на телеканале, там взятки не нужно платить. Вот. И я имел в виду вот, в общественном поле роль медиа какова, она как инструмент. Можно ли ее переоценить? И также видите ли вы какие-то минусы у нас в стране именно с точки зрения медиа, да, вот то, что они, потому что роль медиа в моем плане это освещать те То или есть иные проблемы. может ли медиа формировать? Я понял вопрос. Ну, в моем понимании формировать это вообще даже не обсуждается, это однозначно да. Да. Но Все, мы в моем сходимся, понимании да. даже медиа нету более сильного инструмента, чем медиа в мире на данном этапе. Да. И в этом плане видите ли вы какие-то минусы или, может быть, какие-то преимущества или, может быть, какие-то новшества, и что бы вы от себя могли бы внести в функционирование медиа в плане борьбы с коррупцией? Ну, первое, что мы делаем, мы же не можем влиять прямо на коррупцию, на противодействие коррупции. Мы не уполномоченный орган, у которого есть силовые полномочия, тем более они там сейчас переданы в КНБ, и я уверен, что это позволило усилить потенциал антикоррупционного ведомства. Но мы можем и должны рассказывать о хороших, успешных кейсах, о хороших, успешных примерах борьбы с коррупцией. Коррупционеры должны стать нон-грата. Но они должны стать нерукопожатными. Это очень важно. Это и формирует. И вот здесь роль медиа величайшая. Но для этого антикоррупционный должен активно работать по освещению своей деятельности. Я считаю, что она не должна быть скрытной. Я считаю, что она должна освещаться. И здесь вопрос, мы же все за развитие страны. Медиа, ну я не знаю в стране медиа, которые бы не любили свою страну. Я не говорю про зарубежные, ладно, это отдельная история, там, им не надо нас любить. Пусть уважают, этого достаточно. Мы же хотим, чтобы страна становилась лучше. Мы же здесь живем, здесь живут наши дети, мы здесь работаем. Здесь будущее наших семей. И мы хотим ходить по безопасным улицам. Мы хотим получать качественные услуги. А чтобы их получать, коррупции не должно быть. Ну, хотя бы она должна быть минимизирована. Так вот, освещать, информировать о борьбе с коррупцией необходимо, чтобы люди видели, что борьба идет, чтобы они понимали, что если кого-то поймали, то это привело к наказанию. Неважно какому, моральному, финансовому, уголовному. Это вопрос уже не в плоскости медиа. Я сейчас поясню позицию. Она идет у нас из детства. Вот смотрите, когда мы дети, вот совершили мы неблаговидный поступок. И нам Аташки, Жеки говорят: ай-яй, там нехорошо, вот, там нельзя кричать, да? Не ругайся с мамой. Нам
наш социум, нас же семья окружает, для нас в детстве социум очень узкий. И нам говорят, нехорошо. Нам показывают примеры, поясняют. И я считаю, что для взрослых людей существует социум, который через СМИ освещается. И мы должны через СМИ говорить, вот он поступил плохо, его наказали. И вот здесь происходит вот этот элемент внедрения ассоциативное, что если ты будешь коррупционер, тебя накажут и о тебе расскажут. Об этом будут знать твои соседи, что ты украл. Но при этом однозначно должна быть доказательная база. То есть его реально должны... То есть не так, что у нас иногда бывает, задержан в связи с подозрением и фамилию называют. Это некорректно. Суд не наказал его еще. Нельзя озвучивать досудебные вот эти процессы, нельзя озвучивать фамилии. Это некорректно. А вдруг это была ошибка? Всякое же. Донос ложный. Мне кажется, извиняюсь, мне кажется, это связано с тем, что раньше этого не практиковалось. Как раз-таки с подозрением просто, я так понял, с места работы пока что просто дистанцировали на момент расследования, да, и выяснения обстоятельств. А сейчас называют именно в связи с тем, что эти вопросы всплывали со стороны блогера. Там условно такой-то... Я считаю, это неэтично. Допустим, сразу говорю. Там условно какой-то блогер написал, что Иванов Иван Иванович, будучи заместителем акима простого какого-то района, имеет Range Rover за, грубо говоря, $250 тысяч. На каком основании он купил эту машину? Начал освещать, и органы соответствующие это увидели, и чтобы хоть как-то успокоить, в первую очередь, блогера, во вторую очередь, его подписчиков и людей, которые, понятное дело, сразу же любят подхватывать такие вопросы, начинают: ребята, успокойтесь, мы взяли за расследование, выясним, узнаем. А пока что Иванов Иван Иванович отстранен от должности на момент расследования. Мне кажется, только с этой точки зрения. Смотрите, в рамках Уголовного кодекса основанием для возбуждения уголовного дела является публикация информации в СМИ, общественных ресурсах, в том числе в соцсетях, так как они относятся к общественным информационным ресурсам. Здесь... На самом деле и блогер имел право задать этот вопрос. Ведь Аким, например, некий, да, он является общественным лицом, он выполняет общественные государственные функции. И я считаю, что он должен быть подотчетен обществу. И всеобщая декларация об этом тоже говорит. Мы должны, декларирование, некорректно сказал декларация, и всеобщее декларирование, вот эта задача, которую ставит там государство, что декларируют доходы, и отсюда тоже ноги растут. Не может быть необоснованных покупок, не может быть необоснованных трат. В этом отношении новый налоговый кодекс, я вижу в этом благо. То есть, наконец, обратят внимание на необоснованные покупки. То есть до этого он где-то там украл, купил дорогой, например, автомобиль, и все говорят: он красавчик, он смог. Он не красавчик, он украл. И новый налоговый кодекс, например, позволит определять этих людей и задать им вопросы: откуда средства? То есть живешь не по средствам. В Америке очень сильно, кстати, это развито. Там отслеживают все твои покупки. Там налоговое законодательство очень жесткое. Но при всем при этом, мне кажется, там коррупция узаконена очень сильно. Есть, однозначно. Давайте так. А вопрос отношения к коррупции. Я не идеализирую их. Вот, знаете, как это, туризм с иммиграцией не надо путать. Мы едем в туризм, смотрим: вау, как красиво, а переезжаешь и получаешь проблем больше, чем в родной стране. Поэтому, когда у нас там кто-то говорит: я уезжаю, я говорю: слушай, там будут другие проблемы. Не думай, что там рай. Нет такого. Это в этой жизни только реальная жизнь. Просто здесь одни проблемы, там другие. Но они будут. Мы же люди, это общество. Там просто другие правила, другой социум. Ты еще приедешь, будешь там устраиваться. Они говорят: нас устраивает это. Не вопрос. Но проблемы будут. И однозначно есть элементы коррупции. Но они, как бы сказать, но там более жесткий общественный контроль. Везде проблемы. Нет страны без проблем. Нет. Мы же люди, все живые, мы физиологически однотипные. У нас одинаково сформированы, мы в едином глобальном, одинаково сформированы, как сказать, мозги. Да? И мы в едином уже глобальном информационном поле находимся. Мы иногда больше знаем о том, что творится в соседней стране, чем у себя на соседней улице. Да. Поэтому везде проблемы есть. Хорошо, я вас понял. Другой вопрос. Если бы у вас была возможность, какие бы вы законы или программы или механизмы внедрили бы для борьбы с коррупцией?
Ну, вот один из них я уже сказал, который приняли, и меня радует. Это в новом налоговом кодексе заложены возможность отслеживать затраты, которые не подтверждены доходом. Ну, там механизм, мне кажется, очень усложненный, и он больше бьет по предпринимателям, Смотрите, нежели по потенциальному Вот, коррупционеру. в целом, многие пункты нового налогового кодекса меня не устраивают. То есть там есть моменты, когда тебя могут проверить по внутренним документам, и ты не понимаешь принципа, по которому тебя проверяют. Ну, то есть он такой жестко фискальным становится. И вопрос вот этой моторики проверки. А я же знаю, как проверяют. Я же предприниматель, у меня стаж достаточно большой. Там же приходят они и начинают. Я это могу процитировать. Приходят проверять. Это прям мои истории налоговые. Ничего не находят. Дайте нам что-нибудь, свои нарушения, чтобы было хоть что-нибудь, мы вас должны хоть чуть-чуть оштрафовать. Я говорю, если вы ничего не нашли, у нас ничего нет нарушений. Нет, у вас должны быть нарушения, потому что нам не поверят. Прям мой кейс. У меня документы могу показать. Значит, я говорю, ребят, ничего искать я не буду. Придумывать нарушения я не буду. Есть нарушения? Пишите. Нет? Не пишите. Они не нашли, уходят. Через месяц приходит новая налоговая проверка, которая проверяет ту проверку, потому что посчитали, что они в сговоре там с нами. Представляете, насколько презумпция вины предпринимателя. Конечно, новый налоговый кодекс, который ужесточает подобные вещи, меня лично не устраивает. Потом там много моментов, которые, я считаю, можно было сделать по-другому. Но вся проблема в том, что, значит, не все общество захотело там, изменений, значит, не донесли мысль, не обязали, не заставили откорректировать. Правительство, я с одной стороны понимаю, у них нет денег. И здесь люди говорят, вон там возьмите. Тоже логично. Для этого нужно более тесно друг с другом разговаривать. То есть для этого общественные институты, в том числе в уполномоченных министерствах, должны, Нацэкономики в той же, должны более плотно работать. То есть и они должны принимать нормы, не только основываясь на своих внутренних KPI, увеличения, например, доходной части, но увеличить они доходную часть. А у нас же есть еще социальная составляющая, а она тоже увеличится. И что? К чему придем, непонятно. Вся проблема в том, что те, кто принимает законы, не несут ответственности за их исполнение. Основная проблема. Если бы в обществе работала и была система наказания за неправильный закон, многое было бы по-другому. За неправильно принятое решение, которое повлекло за собой какую-то цепь проблем, а они все освобождены. И эта проблема, мне кажется, что законы пишут те, кто потом себя в этих же законах освобождает от ответственности. Простейший пример. Начнем, опять же, с самого простого, нашей повседневности. Если, например, чиновник что-то нарушил, чиновник, как хотите, хорошее, плохое позиционирование там госслужащего, хорошо, госслужащий, ладно, что-то нарушил. Какое наказание он понесет? Вот предприниматель деньгами. А чиновник что? Его дисциплинарка максимум и отстранение от работы. Разве это наказание? Вот как я предприниматель. Давайте, вот я что-то нарушил, налоговый кодекс. Выпишите мне дисциплинарку. С другой стороны, как его можно по-другому еще наказать, чтобы это, скажем так, было соразмерно? Деньгами. То, что от работы дисциплинарка, это же и так выговор, зарплата, премия. Это ни о чем. Нет? Что это? А разовая премия? И что? Отстранили от работы? В среде предпринимателей говорят, отстранили от кормушки. Это же надсмешка. Пришел другой, не факт, что он будет лучше. Деньгами это означает как? То, что на полугодовую зарплату и так далее? Или как? Он должен терять соразмерно, например, с предпринимателем. Либо должны быть созданы предпринимателю аналогичные условия. Повторюсь, ему дисциплинарка за нарушение, например, каких-то там налогов, дисциплинарку выносите. Хорошо, другой Но вопрос. у нас же сразу штраф выставляют. Вы смотрели, какие штрафы? Вот почему водитель нарушил, например, скоростной режим. Ему сразу прилетает не предупреждение, что в следующий раз будь осторожен, первый раз мы тебя прощаем, вот тебе замечание, да? Сразу штраф платишь, правильно? Все, сразу деньги. А чиновнику или ему могут просто взыскание.
а оно через полгода списывается. Его нету. Полгода нет других замечаний, и все, БТ. Нет соразмерности наказания. А этот человек, он ответственный за судьбы, извините меня, миллионов предпринимателей. Ну, вот если мы говорим о предпринимательстве. Тут, опять же, очень сильно развито мнение, то, что вот именно как раз-таки вот этот кодекс принимали люди, которые, скажем так, в жизни не занимались Они не бизнесом. предприниматели, я точно знаю. И, строго говоря, это люди, которые работали в кабинетах, но не на земле. Полностью согласен с вами. Да, и они просто взяли, образно говоря, карманных предпринимателей, чтобы они условно публично поддержали данный законопроект, и после чего благополучно внедрили его. Ну, в чем-то да, вы правы. Это вот такая версия среди предпринимателей. Но смотрите, не все же НДС, все равно есть очень много малых предприятий. Которых сейчас перекинули на 10% налогообложения. Но это если на общеустановленном. Не секрет, что он может уйти на упрощенку. И здесь, возможно, вы имеете в виду, что для того, чтобы торговать с крупным бизнесом, предприниматель вынужден быть на общеустановленном режиме. Если ты хочешь получить там 4%, ну или там маслихат уменьшает до 2%, например, то ты уходишь в другой сегмент рынка, так называемая упрощенка, но тогда, если ты оказываешь услугу большому предприятию, предприятие не может взять на вычеты расходы на тебя, и, соответственно, ты становишься неинтересен предприятию. И здесь вот в самом начале мы разговаривали с вами, когда иностранная компания, да, обязана брать казахстанское содержание продукцию. Она уже не сможет брать у какого-то там ИП на упрощенке, потому что у него на вычеты не пойдет. Значит, он ищет фирму на упрощенке. А упрощенка, например, сама по себе не производит продукт. Ну, например, а где она его берет? Что она будет брать у них? Как это происходить будет, я даже не понимаю. Вот искренне. Мне кажется, сейчас никто это не понимает. Просто внедрили в рамках того, чтобы увеличить поборы. Несомненно, 4% НДС добавочные – это сильная вещь. Но у меня ощущение, что подтягивают под основной наш импорт, это российский, подтягивают под них НДС, чтобы уравнять его. Там же мы понимаем, да, что импорт-экспорт, разница в ндс сказывается на бюджете страны. Ну, будем надеяться, что это даст какие-то плоды. Хотя, если честно, скептика колоссальная. Я уверен, что что-то произойдет в рамках доходности, что-то будет увеличено. Однозначно, НДС, крупное предприятие, что-то произойдет. Но мультипликативный эффект по отношению к другим сферам, например, социальной поддержки. Вот смотрите, было предприятие, оно считает, что ему невыгодно будет в бизнесе, он закрывает предприятие, что он делает? Он уходит на биржу труда. Зарегистрируется в Венбеке как безработный. Государство что? Начинает платить ему деньги. То есть 110 тысяч в месяц? Если не ну, какая разница, он же платит. Ну, то есть социальная нагрузка же увеличивается у государства? Будущий предприниматель, ну, ладно, это так. Ему нужно найти работу. Он перестал свое дело вести, он пошел на завод, условно. Сразу не нашел, он же через Венбек все равно регистрируется. Государство все равно на себя какую-то нагрузку уже взяло. И возможно, что это одно из направлений. Второе, увеличится производственная часть. Каким образом? Те предприниматели, которые не смогут выжить, они пойдут, им же нужно где-то деньги зарабатывать, пойдут, значит, на предприятие. И, наконец-то, у нас пропадут вакансии на крупных городообразующих проектах. То есть, там, например, шины, там, завод. Вакансию километр, там некому работать. Там обучают молодых, берут уже, хоть кто-то, чтобы работал. Это что же проблема? Потому что все предприниматели. Ну, это вот, знаете, и весы, и пошли. Вот довод сюда, и не поймешь, где правильно. И я, не обладая там специальными экономическими знаниями, мне тяжело рассуждать. Но я разговариваю с экономистами. Экономисты говорят, что ошибочные многие позиции налогового кодекса, сырые, необработанные. Возникает вопрос, зачем такая спешка? Куда спешим? Почему у нас, в нашей стране, я заставал это время, у нас было изменение налогового кодекса, вышло в сентябре, а действие сентябрьского налогового кодекса распространялось с 1 января. Представляете? И я помню, как наша компания начала корректировать с 1 января отчеты. Почему я должен задним числом что-то делать? Почему налоговое это позволено? То есть где ответственность этих людей? Это то, о чем мы говорим. Да. Это сложно. То есть он сделал, ему ничего за это не было. Да, это когда в этом году, в новом году у них база не работала, так как они его обновляли. Я подумал, если честно, поговорить, это коллективные суды. Почему никто не подал в суд, хотя многие потеряли миллионы на этом? Особенно те, которые работали на границах. Бесперспективно.
Дело Не сказать, не сказать. Ну, представьте себе, почти 5000 бесперспективно. предпринимателей соберется, подадут в суд коллективно. Им нужно собраться. Да если честно, я думал, это вопрос такой себе. Спокойно Нет, боятся мести и прочего. Нет. Это вот именно слабая Человек общественная потерял 50 позиция. миллионов, чего ему еще бояться? Ну, это ладно. уже. Значит, он заработает больше. То есть он взвесил, он понимает доходность Скорее всего, свою. ему просто не до этого было, ему нужно было спасать свой бизнес. А судебный процесс – это такая И волокита. это тоже. А суды могут по 2 года длиться. Да. Хорошо, теперь другой вопрос, последний. Каким вы видите Казахстан через 5 лет с точки зрения нетерпимости коррупции, с точки зрения работы законодательств, надзорных органов и, самое главное, сознательности граждан? Это нечестный вопрос. Это ж, на ваш взгляд. На 5 лет не могу спрогнозировать. Давайте так. Если будет идти развитие страны и общества тем же путем, которым идет, у меня в голове я вижу, да, положительный результат. При всех вот моментах, но вижу азимут направления развития страны. И он, в моем понимании, положительную результативность даст, положительный результат. Но что на самом деле будет, я не знаю, потому что есть еще мировые же тенденции, мировые проблемы, которые мы не можем угадать. Я не знаю, кто их может просчитать. Ну, может быть, кто-то и может, но я точно не могу. Но если вот все сохранится примерно так, то в сознании однозначно заложится вот этот элемент, что антикоррупционный он будет. То есть люди начнут говорить, а почему я должен тебе платить деньги? И так все кругом дорого, я не дам тебе деньги. Когда все цены придут в соответствие, понимаете? То есть когда сейчас часто же на чем еще можно поиграть, да? Какой-то продукт стоит дешевле, чем на рынке. Но доступность его недостаточная. Например, раньше, вот приведу пример, чтобы подключить технические условия к электроэнергии, нужно было написать заявку, и тебе, как правило, монополист отказывал, энергоснабжающая организация, энергопоставляющая. Потребовалось, по-моему, лет 5 или 7 поменять эту тенденцию, когда обязали энергопоставщика разрешать подключение. Но там был момент. Тех условия выдавались за деньги. Их обязали выдавать бесплатно. Но теперь у них нет тех условий, потому что нет технической возможности. Понимаете? Теперь им разрешили включать развитие сетей в тариф. Они теперь должны выдавать. Они говорят, вот в этом месте нет технической возможности, еще что-то. Всегда находятся вот эти возможности не обеспечить потребности, например, бизнеса. Потому что там нет рыночной, там условности, какие-то бумаги. И как только в государстве коммерческая цена на электроэнергию, она перестает там быть, может быть, столь интересна, там, вот тех условий, еще что-то. То есть на рыночной рельсе, когда ставят, смысл давать взятку часто пропадает. Поэтому у нас сейчас многое ставится на рыночной рельсе. Смотрите, вода, например. Меня заклюют, но вода у нас недорого стоит. Ну да. По-честному, я сравниваю, коммунальные услуги, нас окружают страны. Не говорим об исключениях, там все заложено. Но она реально дороже везде. Соответственно, у нас ее открыли, льют. Там водоканал, в общем, словом назовем, у него насосы работают, да? Чем больше качают, тем быстрее ресурс заканчивается. Ресурс заканчивается, нужно снова новый покупать. Я утрирую, да, или обслуживать. А у них не хватает денег. Нет денег на обновление технического парка. Нет денег добавить людям фонд заработной платы, чтобы они получали больше, как это говорят, чтобы меньше пили и больше работали. И нет этой возможности. Соответственно, берут там какой-то нижний круг неопытных людей. А взять опытных не хватает, опять же, денег. Это замкнутая патовая ситуация, пока что-то не решается. Например, разрешение поднять тариф в обмен на гарантированные инвестиции в коммунальное хозяйство. Но они, опять же, очень мало объясняют, когда принимают такие решения. Они же не популярны. Нужно же объяснять, и люди должны увидеть эти изменения. И опять роль общественников. Заложили новый тариф на автобусы, а автобусы лучше не стали. Ребят, давайте обратимся к, например, автопарку, который гарантировал, да?
или там к автопаркам, которые гарантировали улучшение обслуживания. Вот здесь давайте общественность пусть поработает. Например, заложили деньги на увеличение стоимости электроэнергии, значит, она должна стать еще более бесперебойной, более там качественной, да, условно говоря. Разрешили поднять стоимость водоснабжения. Будьте любезны, как чистить вы будете трубы. Искренне говорю, не знаю, не мой бизнес. Но вам согласовали, будь добр, обеспечь меня качественной питьевой водой. Должны прекратиться разговоры, что у нас нет денег на обустройство там, водосетей и прочее. У меня был как-то суд с водоканалом. Давно, еще в 2000, если не соврать, 2007 или 2008 году. Очень показательный. Они, если про коррупцию говорить. Они на бумагах, в тиши своего кабинета написали акт о якобы моем нарушении. У меня на здании были сточные воды с нарушениями, им слиты. Я пережил год суда и год отключения от водоснабжения. Потому что они, сказав, что я нарушил, выставили мне штраф в 5 миллионов. И моя попытка решить, знаете, с чем столкнулась? Фамилию, не буду называть, наверное, уже там некорректно. Хотя это кейс судебный. Я с ним разговариваю, с представителем Карагандысу, и он говорит, много у вас таких, 3 миллиона дай, и ладно, акт закроем. Я говорю, не, мы пойдем через суд. Рассказываю, что делает монополист. Он видимый разрыв делает на водоснабжение, и здание у меня 2000 квадрат остается без водоснабжения. Я иду в суд. В суде прошу обязать их подключить на момент суд, не было еще этой практики. Я в суде доказываю, что их действия незаконны, начиная от анализов, которые фиктивные и прочее. Суд обязывает их вернуть все на начало, восстановить водоснабжение, отменяет их акты, нарисованные в тиши кабинетов. Они просто доили каждое предприятие. Был период такой, там был такой руководитель, он доил каждое предприятие вот этими выдуманными штрафами. И я вам скажу, что отключали от воды единицы. Вот я один из них. Здание в центре города было. А других не отключал. Значит, я какой вывод делаю? Им было выгоднее дать деньги. Понимаете, вот в чем проблема вот этой антикоррупции или коррупции. Но что самое смешное, суд я выиграл, меня подключили к воде. Но как вы думаете, пострадал ли руководитель? Нет. Потому что на него мы попытались потери выставить. Мы для этого возили воду в здание, приобрели водонасосную станцию, как в Астане, когда накачиваешь бочки воду, и она поставляет воду по все здание. Вот. Его же даже не наказали. Это проблема малого и крупного. И вот как в этом тоже случае. Но тогда не было общественного резонанса, тогда не было соцсетей. Честно говоря, обратиться-то не к кому было. Но в правовом поле, спасибо там судам, они вникли в проблему. Но вот проблема отсутствия ответственности виновных в стране, это вот, я вот честно говорю, это огромная боль и проблема. Вот как только они начнут, станут наказуемыми, станут нерукопожатными, как только общественное мнение по отношению к ним изменится, в стране что-то изменится, я прям уверен. И азимут, развитие нашей страны именно в этом направлении. Я его вижу вот сейчас. Он прямо идет к тому, что мнение вот это меняется. Люди перестают гордиться ворами, понимаете? Это классно, в моем личном понимании. Вот как-то так. Руслан Иосифович, спасибо вам за ваши мысли, за ваши комментарии и за ваш взгляд, наверное, в плане борьбы с коррупцией. Уважаемые зрители, если же вы хотите поучаствовать в нашем проекте, если вы хотите поучаствовать даже в нашем подкасте, то мы можем без проблем это обсудить, можем где-то засесть. Но самое главное, наш посыл в том, что все зависит от нас в плане борьбы с коррупцией вокруг нас. Не в мире, не в стране, не в регионе, а именно вокруг нас коррупция плодится либо из-за, не будем говорить за всех, но все равно развивается либо из-за участия, либо из-за неучастия в борьбе. Начни с себя. Да, вот. Или, как говорят, самое главное, либо ты не участвуй, а если ты что-то видишь, освещай. И в этом плане мы вас всех приглашаем активно участвовать как в этом проекте, так и в целом в борьбе с коррупцией. Давайте делать нашу страну, наш город, наш регион лучше, потому что эта страна, кроме нас, никому не нужна. Поэтому спасибо за то, что посмотрели или посмотрите наш подкаст. Спасибо, всего доброго. Салбонс.